Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какой он человек? Секреты его личности. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на любимого человека, либо на того, кто вам интересен, симпатичен, нравится. Представьте этого человека, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Какой он человек и какие у него секреты, да? И в чем заключается его личность. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что за человек. Ух ты. Давно я такого уже не видела. Вы знаете, этот человек, вот прям хочется сказать, хамелеон. Хамелеон, одинокий волк, не знаю, то есть у него много лиц. Этот человек в поиске, он и сам себя не знает. Какой он человек? Он человек, который, обладая способностями, талантами, возможностями, не нашел себе применения. И знаете, вот даже в общении с женщинами он тоже вот не определился, да, кто я. Я стабильный, спокойный мужик, либо я какой-то там Жигало, Казанова, Ловелас, либо я вообще такой, знаете, надутый упырь сижу, да, не трогайте, не подходите. То есть вообще не определился. По жизни тоже не определился. Да вообще ни с чем не определился. Кого вы мне загадали? Если смотрите на мужа, ну, девочки, тут, конечно, работать и работать вам придется с этим человеком, чтобы хотя бы хоть как-то, да, его собрать, да, в единое целое. Здесь очень много противоречий. Кстати, у кого-то вот прям дословно отыграется, что человек порченный. Такое бывает, когда человек, ну, под магией, да, либо под каким-то очень сильным воздействием. Здесь могла быть любовная тоска наведена на человека, либо опоили его чем-то. То есть человек как будто бы сам себя потерял, да, вот потерял нить своей судьбы. Его как флюгер, да, из стороны в сторону там вертит, крутит, да, и он не понимает, что с ним происходит. Противоречивые мысли, противоречивые решения. Человек вот прям и неплохой, но вот что-то раз и прорвало его, да, вот каким-то вот прям негативом от него повеяло. И знаете, вот прям, да, вот прям хочется сказать, вы извините, если ваш мужчина замечательный, добрый, открытый, весь там покладистый, это не ваша отсыпка. Здесь человек либо слишком какой-то уж пораженный, да, со своим интересом и, как говорят, не определившийся, да, и вашим, и нашим, и лишь бы шкурка была целой. Либо человек испорченный, и это очень сильно повлияло и на его судьбу, и на его жизнь, и на его психику, и на здоровье, да и вообще на его жизненные процессы. В общем, для себя определяйтесь, я вас предупредила. Здесь вообще картинка, что он, ну, с косой танцует, понимаете? Ой, то ли он себя косит, то ли он косит других людей. У кого-то может отыграться, что человек, ну, с такими наклонностями, да, вот, ну, не хочу это, конечно, говорить, да, вот с негативными, да, кто понял, тот понял. Будьте аккуратны, очень аккуратны. Но опять же таки, если он намагиченный, то понятно тогда, что тогда он сам себя косит, да, вернее, это магия его косит. Здесь, вот смотрите, девочки, кто загадал на мужчину.
я бы вам для начала посоветовала почистить бы этого человека. Почистить как можете, как умеете, либо через специалистов, либо сами. Вот огромное количество всяких обрядов, ритуалов есть в интернете. Здесь главное условие – это ваши чувства к этому человеку, ваши настоящие искренние чувства. Даже вот чувство искренней дружбы, оно тоже очень хорошее и помогает. Да? Вот вы благодаря вот своему порыву вы передаете, да, либо за этого человека просите. Помогает, работает, не сомневайтесь. Если же вы понимаете, что нет, я не смогу, не хочу, мало ли там что, тогда обращайтесь к специалистам. Вот в такой момент. После этого уже нужно смотреть на этого человека. Сейчас, вот честно, мне очень не нравится этот песок, он очень тяжелый. Я даже не знаю, с какой стороны подойти к расшифровке, потому что за каждый знак, что не возьмись, везде какая-то чернуха, понимаете? Везде какой-то двойной смысл, везде какой-то вот прям негатив идет от этого песка. Либо человек очень плохой, либо человек порченный. Вот как-то так идет. Смотрите, вот не знаю, имею я право, не имею. Да, если человек порченный, тут одна история, если человек плохой, то тут другая история. Даже не знаю. В общем, смотрите, в любом случае, этот человек все время ходит под какой-то бедой, под какой-то опасностью. И у него глаза с двух сторон. Причем, понимаете как, за ним, может быть, кто-то следит. Может быть, сейчас у него прям такая жизнь в жизни происходит, да, такая, что прям страшно становится. Он чего-то не замечает. Либо он, знаете, как оптимист идет, такой махровый, да, типа проживем, да, типа выкарабкаемся, да, но на самом деле тут прям взяли его конкретно. Какие-то, может быть, люди злые, может быть, какие-то органы, может быть, какие-то обстоятельства, может быть, какие-то мошенники в ловушку его как-то там загоняют, да. То есть здесь он под чьим-то уже идет, как, знаете, как ведут его, да, как ведут. Вот. Если мужчина этот лихой, понятно, что он за это ответит. Если мужчина этот просто порченный, вот эта порча на нем так отражается. Следующий момент. Момент того, что у человека две жизни. Я не знаю, как вам это более... ладно, буду говорить как есть. Да, две жизни. Одна жизнь, которую он вам показывает, да, либо какая-то одна публичная жизнь. Вот такое, посмотрите все. И вторая жизнь абсолютно скрытая, тайная. И там, знаете, в той жизни очень много неприятного, очень много грязного и вонючего. Вот прям так вам говорю, как и есть. Я не знаю, почему вонючий тут идет, но идет. То есть вот не трогайте вот эту часть его жизни, не пытайтесь туда влазить, узнавать, ковырять, не надо. Придет время, он и сам вам расскажет. Либо придет время, вы получите эту информацию, вот она сама вас найдет. Не лезьте туда. Пусть это будет для вас какое-то табу, да? Просто забудьте об этом. Там не только он, там еще какие-то люди связаны, завязаны. Там вот прям, не хочу я про это говорить, в общем, туда ему и дорога, в прошлое, да, в теневую сторону, пусть уходит. В публичной жизни, в принципе, как бы хороший друг, хороший, открытый человек, улыбчивый, добрый, стремится, что-то пытается делать, разговорчивый. То есть, в принципе, люди его видят адекватным, нормальным, дружелюбным, и вы его таким видите, но что-то в глазах у него есть. Понимаете, у него почему-то очень много глаз. Смотрите, в этой своей публичной жизни он вас любит. Он вас любит, и он о вас мечтает. Тут, видите, как сердечко у вас тут между вами есть. И ведет он себя там более-менее адекватно. Но вот есть какой-то след, какой-то, как говорят, послевкусие. Да? Вот есть что-то, что не дает вам покоя. Ваша интуиция вас не обманывает, что-то с ним не так. Вот я бы, конечно, советовала индивидуально какой-то вот просмотр. Я сейчас индивидуальных не делаю, поэтому не пишите мне. Я бы,
нет у меня возможности это делать, я не могу помочь. Если вы знаете других специалистов, посмотрите. И либо, если вы понимаете, да, вот интуиция вам подсказывает ваша, может, вы и сами практикуете. Вот прям прислушайтесь к себе, своему мнению, потому что что-то не так с этим загаданным человеком. Вот как хотите, какой-то вот половинка вот это меня так смущает, так она мне не нравится. У меня же прям рука от нее дрожит. Вот прям, ох, и хорошо. Здесь-то все более-менее адекватно, а вот тут... И вот эта картинка с косой меня вообще очень сильно беспокоит. Знаете, девочки, вот попробуйте почиститься сами, почиститесь, да, вот если вы с ним в контактах были, вот особенно в близких, да, вот там тактильных, сделайте себе обязательно чистку и его попробуйте почистить и посмотрите, как оно будет все происходить. Что вам это даст? Во-первых, если вы его почистите, и он вот эту свою скроет сторону, да, если он лихой человек, по крайней мере, вы поймете, да, что ты лихой, все, держусь от тебя подальше. Если вы его почистите и видите, что его там начнет колбасить, ломать, то есть какие-то у него начнутся такие, знаете, исходы вот негатива из него, но это сразу видно. Обычно таких людей он может заболеть, он может там прям, не знаю, там собачкой быть, да, то есть ему прям с болью это все выходит, да, вы это все поймете, тогда вы понимаете, все делаю правильно, чищу этого мужчину, все будет хорошо. Здесь, понимаете, как сложно, очень сложная отсыпка у меня тут пошла. Может быть, если бы на воске выливала, было бы проще. Так, но тем не менее, имеем то, что имеем, кому-то нужно было услышать, узнать, успокоиться. Вы ни в чем не виноваты. Ваших ошибок здесь нет. Понимаете, вот что-то с мужчиной не то. Если вы смотрите на мужа, на своего, который в один момент раз переменился в лице, то же самое. Либо его подпортили, либо мужчина наконец-таки начал обнажать свою истинную суть. В любом случае, я вам совет дала. Чистите себя, его и смотрите, что будет происходить, как он будет реагировать, как будет меняться его поведение. И уже исходя из этого, делайте выводы для себя и определяйтесь. Мои дорогие девочки, в любом случае я желаю вам счастья, я желаю вам благополучия, я желаю вам не пострадать, но приобрести в любви и в отношениях. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.